Китайские криптофермеры в Таджикистане. Республика Таджикистан, где гуманитарная помощь от 58 стран. Мирзиёев встретился с Путиным в Москве. Гонконгская компания Line Group Holding Ltd совместно с компанией Hong Kong New Full Rich Ltd подписали 18 ноября соглашение, в котором изложили свое намерение реализовать в Таджикистане совместный майнинг-проект. Об этом сообщает интернет-издание StreetInsider.com. Издание также сообщает, что правительство Таджикистана, включая исполнительный аппарат президента и 12 государственных министерств и ведомств, уже дали разрешение компании Gench Technology на создание крупной криптофермы в одной из свободных экономических зон страны. Следует отметить, что добыча криптовалют нуждается в бесперебойном электроснабжении и осуществляется при помощи мощных компьютеров, которые в промышленных масштабах потребляют значительное количество электроэнергии. Примечательно, что в Таджикистане уже много лет действует лимит на подачу электричества населению в зимний период. Жители страны вынуждены отапливать свои жилища углем, дровами и кизяком. Вместе с тем, несмотря на действующие в стране лимиты, правительство Таджикистана продолжает экспорт электроэнергии соседним странам. Так, 16 ноября информационное агентство Авеста сообщило, что таджикские власти за 9 месяцев текущего года выручили за счет поставки электроэнергии соседним странам более 91,2 миллиона долларов, что почти в 2 раза больше по сравнению с показателями аналогичного периода 2020 года. Из собственных источников Хабархо стало известно, что на этой неделе в некоторых столичных махаллях были проведены собрания по поводу экономного потребления электроэнергии, где жители предупредили запастись углем на зиму, так как в ближайшие дни лимит на подачу электричества может быть введен и в столице, а в некоторых районах столицы уже отключают электричество в ночное время. С начала текущего года Таджикистану было поставлено свыше 24,8 тысяч тонн гуманитарной помощи. Помощь в виде продовольственных продуктов, лекарств и прочих предметов медицинского предназначения поступила в страну от 58 стран ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщает информационное агентство Авеста. Согласно данным таможенной службы Таджикистана, за прошедшие 10 месяцев страна получила от доноров гуманитарную помощь на сумму 82 миллиона 550,7 тысяч долларов, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Поступившая в прошлом году гуманитарная помощь оценивалась в сумму более 41 миллиона долларов. Сообщается также, что в качестве гуманитарной помощи в страну были доставлены мука, растительное масло, лекарства, медикаменты, продовольственные товары и многое другое. Стоит отметить, что в прошлом году правительство Таджикистана в связи с распространением COVID-19 призвало международные финансовые институты помочь стране в борьбе с вирусом. В свою очередь, страны-доноры и международные финансовые институты стали выделять Таджикистану финансовые и материальные средства. Так, в текущем году стране было выделено 422,5 миллиона долларов. Из этого числа 189,5 миллионов выделил МВФ. Однако существуют обоснованные сомнения в целевом использовании и справедливом распределении данной гуманитарной помощи среди населения. Так, например, еще год назад, в период острой фазы коронавирусной инфекции, таджикские телеканалы крутили видеоролики с раздачей иностранной гумпомощи от имени президента Рахмона. Вместе с тем, были зафиксированы факты продажи продуктов из гуманитарной помощи на ярмарках, а помощь с логотипом правительства Китая была замечена среди лекарств и предметов медицинского назначения, распределяемых от имени компании Avesta Group. Также, несмотря на поступление в страну лекарств, инфицированным жителям часто приходится оплачивать лечение из собственного кармана.
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев подписали 19 ноября совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Всего в рамках визита узбекского президента в Москву было подписано 18 документов, сообщает пресс-служба Мирзиёева. Среди подписанных документов также соглашение по обеспечению международной ядерной и радиационной безопасности, меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, программа сотрудничества между МИДами двух стран на 2022-2023 годы, документы по углублению взаимодействия в сфере строительства, энергетики, приоритетных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Узбекистан не просто наш ближайший сосед, но и союзник. Мы так именно относимся к Узбекистану. Это крупная региональная страна, с которой нас связывает очень многое, и исторически, и сегодня. Шавкат Мирзиёев подтвердил его слова, назвав конкретные цифры. Такой теплый прием. Я особенно хочу отметить, что за последние годы произошел прорыв между нашими отношениями. Прорыв. Таких показателей никогда у нас не было. Товарооборот растет. По итогам 9 месяцев он составляет уже 5 миллиардов. По итогам года он будет 7 миллиардов. На самом деле я очень благодарен, что за поддержку. Аналитики отмечают, что несмотря на резкое сближение Узбекистана и России после смерти Каримова, все же Мирзиёев явно не желает ассоциироваться с очередным подчиненным России центральноазиатским диктатором. Он желает оставить себе свободное пространство для политических маневров с Западом и потому отчасти продолжает курс на соблюдение официальной дистанции с Россией. Так, например, Узбекистан не торопится возвращаться в ОДКБ, а также входить в ЕАЭС. В то же время Узбекистан активно и тесно сотрудничает в различных сферах с западными партнерами, в основном с США. Напомним, что Шавкат Мирзиёев 11-12 ноября побывал с визитом в Турции для участия в мероприятиях 8-го саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Тюркского совета. Узбекистан присоединился к организации в 2019 году.